Человеческий организм несовершенен, и наличие множества болезней тому доказательство. Поэтому получить качественное медицинское обслуживание – это то, что важно каждому из нас. В нашем городе сделать это можно в 2 учреждениях. Мы расскажем об одном из них – узловой поликлинике на станции Канаш, открытого акционерного общества РЖД, главным врачом которого является Равиль Насыбулин. Поликлиника имеет дневной стационар на 30 коек и поликлинику на 250 посещений в смену. Сегодня наша поликлиника располагает крепкой материально-технической базой, укомплектована медицинскими кадрами. При диагностике и лечении заболеваний врачи опираются на самую современную диагностическую и лечебную аппаратуру. Это современные аппараты для ультразвуковой диагностики, аппараты для эндоскопических исследований, цифровое рентгеновское оборудование. В 2018 году по инвестпрограмме приобретен маммограф. Функциональная диагностика представлена аппаратами для проведения электроэнцефалографии, ЭКГ, суточного мониторирования, исследования функций внешнего дыхания. Совсем недавно у нас открылся кабинет косметологии. Мы ставим задачу оказания качественной медицинской помощи, ее эффективности и доступности. Получить профессиональную медицинскую помощь может любой, кто обратится за ней. Учитывая, что поликлиника оснащена новейшим медицинским оборудованием, шансы на выздоровление велики. В случае повышенной судорожной готовности коры головного мозга или эпилепсии, состоянии после перенесенного инсульта, расстройств сна и других заболеваний, здесь проведут исследование под названием электроэнцефалография. В его основе лежит запись электрической активности мозга, и осуществляется это с помощью прикрепленных в разных местах поверхности головы электродов. А вот для того, чтобы активизировать эндокринную, центральную и нервную систему, а также улучшить микроциркуляцию крови в органах, нормализовать давление и активизировать функции сердца и мозга, нам предлагают метод, ранее применяемый в китайской медицине – иглорефлексотерапия. Основой метода – введение в биологически активные точки специальных игл. Одним из действенных способов для профилактики инфекционных заболеваний, вирусных инфекций при восстановлении организма после болезней и операций является внутривенное лазерное и ультрафиолетовое облучение крови. Также его назначают с целью омоложения и снятия психологических и физических нагрузок. Действие лечения продолжается до 6 месяцев. Как утверждают производители офтальмологического микропроцессорного электростимулятора, он способен восстановить зрение даже в практически безнадежных случаях и разработан с учетом последних достижений науки и техники. Метод черезкожной электростимуляции глаза довольно прост в использовании, но это не снижает его эффективность. А вот аппарат лазерной стимуляции сетчатки предназначен для лечения любых воспалительных заболеваний глаз. Данный метод заключается в том, что при лазерной стимуляции глаза уменьшается негативное влияние на оптическую систему внешних факторов, а положительный эффект от подобной процедуры сохраняется на протяжении длительного срока. Обычно лазерную стимуляцию используют у людей, которые имеют наследственные факторы риска развития заболеваний глаза. Также эта методика полезна для пациентов, долгое время проводящих за компьютером или работающих с бумагами. Уникальной для Чувашской республики является общесистемная магнитотерапия, проводимая аппаратом магнитотурботроном. Название заставляет задуматься о его свойствах и предназначении. Создавая вращающееся магнитное поле вокруг всего тела пациента, оно влияет на все системы организма, в том числе нервную, эндокринную, сердечно-сосудистую и лимфатическую. Также на обмен веществ и окислительно-восстановительные процессы на все системы организма, клеток, тканей и органов. Прекрасную половину человечества ближе к 40 годам начинает волновать значительные изменения в гормональном фоне. Врачи считают, что самый опасный возраст у женщин – промежуток от 45 лет и выше. Именно в этот период обследование грудных желез на маммографе позволит обнаружить даже самые незначительные изменения. Излечить достаточное количество заболевших можно, если вовремя обнаружить злокачественное образование. Услуги обследования на новом современном маммографе и предлагает жителям и гостям города узловая поликлиника. Наверняка немногие знают о том, что с недавних пор пациентам поликлиники рекомендуют кислородные коктейли, основным лечебным компонентом которого является H2O. Кислород улучшает работу сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системы, поддерживает работу иммунной и способствует развитию полезной микрофлоры кишечника. Как утверждают специалисты, содержание множества пузырьков в одной порции заменяет 2-3-часовую прогулку по сосновому бору. Еще одной из неприятных моментов – это имеющиеся на теле человека бородавки, папилломы и другие образования. И их рост и распространение по всему телу
телу, приводят к не очень приятным последствиям. Избавиться от них поможет криотерапия. Высокопрофессиональные специалисты, кратковременно воздействуя на кожу низкими температурами жидкого азота, приводят к разрушению новообразований. Рубец при этом не образуется. Процедура аппликации грязью, или, как говорится в простонародье, грязелечения, позволяет облегчить боль при различных заболеваниях суставов, развитие артрита, артроза, подагры, ревматизма. Также показано при заболеваниях периферической нервной системы, радикулите, ревматизме, невритах и невралгиях. Лечебная грязь содержит биологически активные вещества – аминокислоты, углеводород, сероводород, и именно они при воздействии на кожу глубоко их питают. Грязелечение не единственный способ использования природных веществ и организмов. Здесь также работают с живыми пиявками. Данный способ называется герудотерапия. Через укус лечебной пиявки в кровь человека попадает ее слюна, которая насчитывает только досконально изученных 20 биологически активных веществ. Герудин и другие вещества в ее составе разжижают кровь, не только растворяют имеющиеся холестериновые бляшки и тромбы, но также препятствуют образованию новых, снимают воспаление, восстанавливают стенки сосудов и даже способствуют образованию новых капилляров. Еще один действенный и абсолютно безболезненный метод улучшения внешнего вида – поддержания молодости и красоты кожи. В узловой поликлинике с недавних пор стали предлагать услуги эстетической косметологии. С ее помощью можно устранить мимические морщины, дряблость и провисание кожи, а также провести чистку кожи лица и шеи, увлажняющие и омолаживающие маски. В настоящее время в медицинских центрах, стационарах при исследовании пациентов с заболеваниями органов пищеварения широко используются эндоскопические методы исследования. Не исключением стала и узловая поликлиника. Бронхоскопия, колоноскопия, гастроскопия. Каждый метод обследования очень важен для пациентов, страдающих проблемами желудочно-кишечного тракта, трахеи и бронхов. Все перечисленные методы – это не что иное, как осмотр слизистых оболочек, стенок пищевода, желудка и 12-перстной кишки при помощи специальных инструментов. Именно они позволяют диагностировать заболевания на первых этапах их развития. Широкий спектр услуг, предлагаемый узловой поликлиникой на станции Канаш УАО РЖД, позволяет не только посетить различных специалистов, но и сдать разного рода анализы, в том числе на онкомаркеры, гормоны и другие. Высокопрофессиональные специалисты и современное медицинское оборудование узловой поликлиники на станции Канаш дает возможность каждому пациенту пройти нужные исследования в максимально короткие сроки, получить правильно установленный диагноз и своевременное, а главное – эффективное лечение, которое позволит надолго забыть о проблемах организма или полностью избавиться от них. Мы не останавливаемся на достигнутом и каждый год внедряем новые методики диагностики, лечения и профилактики. РЖД медицина открыта для всех.